часть времени мы простоим здесь. Почему? Потому что, нет, это не просто потому, что здесь самый главный памятник Великой Отечественной войне и нашим землякам в Сыктывкаре и вообще в республике. Просто это место самое значимое в отношении Великой Отечественной войны. Начнем с того, что, я полагаю, вам, в общем-то, известно, почему именно на этом месте 20 августа 1981 года открыт комплекс, монумент «Вечная слава». Потому что на этом все знают. Не все. Тогда я коротко скажу. Нет, я скажу, конечно. Просто коротко. На этом месте именно вот находился городской военкомат. Не республиканский, я по ошибке в одной статье написал республиканский. Не республиканский, республиканский был в другом месте. Городской военкомат. Длинное такое барачное здание, оно тянулось вот почти до нынешнего Министерства образования, тогда его не было, впрочем. И, собственно говоря, вот 23 июня именно вот в этом здании, 41 года, именно вот в этом здании начался призыв на фронт, первый призыв сыктывкарцев. То есть вот, строго говоря, 23 июня уже те, кто составили первую маршевую роту и ушли на фронт уже в конце июня, они приходили вот сюда, строго говоря. Сюда же приходили и добровольцы, потому что уже 23 июня, даже 22 июня, потому что о войне объявили, как вы знаете, утром, уже 22 июня сюда пришли первые из добровольцев, то есть тех, кто еще не подлежал призыву и не получил повестки. Их было в июне уже более 500 человек. Вот отсюда они все уходили на фронт. Все. Всего из Сыктывкара и из пригородных вот мест ушло, по одним данным, я нашел две цифры. Сперва 10 тысяч человек, последняя цифра 13 900 человек. Можно вопрос Да. сразу? А вот я была на экскурсии в прошлый раз, в День Победы, говорили, что все отправлялись в пристани, там не пристань, такая они... камень там был, Да, мы вот как у меня раз там дядя и... и у меня вот там родственники тоже мы там были. как раз и закончим, все да, правильно вам а сказали. я думала, вам отсюда отправляли практически. А до пристани-то они откуда шли? Ну да, просто до пристани. Здесь, я говорю, здесь оформляли призыв в военкомате. Они приходили с повестками, их регистрировали, и здесь во дворе они ждали отправки. Потом их строили в так называемые маршевые роты, и они пешком по Коммунистической спускались к пристани, где грузились на пароходы, и уже оттуда до Котласа, по Вычегде, по Сысоли и по Вычегде плыли, моряки говорят, ходят. Плыли до Котласа, в Котласе уже грузились в эшелоны. То есть отсюда они уже солдатами уходили? Отсюда уже солдатами уходили? Отсюда они уже уходили солдатами. Они еще были в штатской форме, естественно, там в своих переодевались, пиджаках и кепках, но в своих сапогах обязательно, подпоясанные ремнями. Они уже шли строем, уходили отсюда. Это уже были солдаты, только без формы. Здесь 13 тысяч, это получается в июне? Нет, 13 900 человек было призвано Сыктывкарским городским военкоматом с 41 по 45 год, да, за все годы войны. Но надо иметь в виду, что 90% примерно из них ушли на фронт отсюда в 41-42 годах. Эта война была настолько страшной, что к 42 году, по сути дела, мобилизационные ресурсы республики были исчерпаны. И призывали уже совсем немногочисленных, новеньких, вот, которые по годам проходили. А первые вот запасники, которых призывали из запаса, подлежавшие призыву, 90%, то есть почти 10 тысяч, ушли в 41-42. У нас население было такое маленькое, так мало народу ушло. А вот это я как раз и хотел сказать еще, чтобы вы себе представили, что такое 13 900 человек за годы войны. В 1939 году по переписи население Сыктывкара составляло 24 тысячи человек. Вот сами и считайте. Конечно, эти 13 тысяч это не только горожане, это и
призывники из ближайших районов, которые уходили через городской военкомат, формально эти поселения не входили в городскую черту. Но все равно получается, что почти половина, то есть практически все взрослое мужское население Сыктывкара, почти все, ушло отсюда на фронт. Чтобы вам сразу, потом я эту цифру еще назову, до 1946 года в Сыктывкар вернулось 2100 демобилизованных. Повторяю, это не вся разница, не все погибли. Кто-то просто не вернулся после войны в город, всякое, у людей разная судьба. Но вот эти две цифры, 13 900 и 2100 человек, вот, показывают, ну, насколько эта война была страшной для нашего, в общем-то, маленького, глубоко тылового города в то время. Как вы знаете, здесь, слава тебе Господи, не было ни фронта, ни бомбежек. В Сыктывкаре не было эваков, госпиталей. По одной простой причине: раненых было сюда не привезти, железной дороги не было. Не было, да. Вот. Здесь не было крупных оборонных предприятий, но все заводы, которые были там, речной порт, судостроительная верфь, они все работали, естественно, на фронт. Тогда вся страна работала. Вот. Так что вот это место, так что монумент «Вечная слава», открытый, повторюсь еще раз, 20 августа 1981 года к юбилею республики, к 60-летию, он здесь стоит, конечно, не случайно. Он стоит здесь на совершенно законном основании. Это место как раз и связано прежде всего с войной в Сыктывкаре. Монумент, повторю, 2 раза реконструировался. Я скажу немножко и о нем, конечно, потому что сперва, когда снесли военкомат, он стоял до 50-х годов. Но я уже не достал, но фотографии знаю, в конце 50-х годов он еще стоял. Он потом уже был не военкоматом, здесь была столовая пединститута, кстати говоря, сколько мне известно. Когда его снесли, здесь в 60-е годы разбили аллею славы. Вот да. Я еще помню, я приехал в 75-м в Сыктывкар, в 76-м, простите, еще памятника не было, а аллея славы была. Была. Вот это вот. Прям, года. Да, есть фотографии хорошие, она прям начиналась, еще не было вот этой лестницы, она прям начиналась от коммунистической. Я даже помню. Место отдыха сыктывкарцев, вот деревья были высажены, когда они еще были маленькие, и вдоль аллеи были поставлены на таких вот на стержнях портреты героев Советского Союза, уроженцев Коми АССР. Тогда их было всего 17. Тогда есть книжка такая замечательная историка Александрова «17 золотых звезд». Может, кто постарше помнит. Вот, 17. Сейчас у нас героев Советского Союза, связанных с Коми АССР, уже 37. Ну, даже это официально, вот по книге памяти. Но это уже тоже не полные данные. Я еще одного, по крайней мере, знаю, который там не упомянут, это 38-й герой Советского Союза. То есть 38 героев Советского Союза связаны с нашей республикой. Это уроженцы Коми, это уроженцы Коми и призванные на фронт из Коми АССР. Это герои Советского Союза, которые, уже будучи героями после войны, работали в Коми АССР. Ну и, к сожалению, это герои Советского Союза, которые были в наших лагерях, уже будучи героями Советского Союза после войны. Таковых как минимум 3, вот один из них как раз еще не упомянут, это летчик Герасимов. А живы они сейчас, вот эти герои Советского Союза? А живы те герои Советского Союза, которые в лагерях отсидели? Нет, ни одного. Сейчас вообще ни одна, сколько я знаю, всего один герой Советского Союза, даже он не герой Советского Союза, он герой Российской Федерации, получивший героя за войну, Плотников, живых. К сожалению, больше живых героев Советского Союза, связанных с Коми АССР, нет. Сразу скажу, что среди них только один уроженец Сыктывкара.
именно уроженец Сыктывкара. Это герой Советского Союза Габов, в честь которого названа площадь Габова. Да. Есть другие герои, но я не знаю, что сказать. А где площадь Габова? А? Где она? Площадь Габова. Перед церковью. Ну, пассаж. Вот. Ленина. Не все знают. Ну, я, Не все знают. я Не понимаю, все от знают. Орджоникидзе там, к собору, скажем так. К собору, перед собором. Да, там площадь, прямо скажем, такая довольно условная, но тем не Да, официальная, да, это да. площадь Николая Габова, героя, единственного уроженца Сыктывкара, героя Советского Союза. Дважды этот памятник, ну, памятник, понятно, наверное, вы знаете символику. Это, Оплеснин нет, а ведь улица Оплеснина есть. Разве Оплеснин не герой Советского Союза? Оплеснин герой Советского Союза, безусловно, но он не уроженец Сыктывкара. Он жил в Сыктывкаре, но родился он все-таки в Ильгерте. Вот. Я Вильгерт, говорю именно считаю, об уже уроженцах сейчас. Сыктывкара. Хотя правильнее, конечно, его считать сыктывкарцем. Большую часть довоенной жизни он прожил в Сыктывкаре. Мы на месте его дома, мимо дома Оплеснина и Стелы пройдем. Это одна из наших остановок около драмтеатра. Памятник символизирует память 3 поколений. Мать, жена и дочь. Фронтовиков, которые ждут их с войны. Ну, скорее всего, я так понимаю, что скульпторы Мамченко и Борисов хотели сказать, что они все-таки не дождались его, потому что они стоят Да, мне кажется, скорбь вот эта уже, которая в скорбной Хотя, позе честно они говоря, все. мне не очень нравится породивший. Это 3 поколения. В середине мать, справа жена. Ой, справа, Наоборот. да? Не, ну если так встать, то слева. Если я-то лицом жена. стою, у меня справа. В середине это Получается. жена. В середине жена. Да, извините, в середине жена. Справа мать. От меня справа мать. При реконструкции памятника в 95-м увеличили еще одну стену. В 2000 году 3-ю. То есть теперь уже 3 стены вот, с именами. Здесь около 6 тысяч. Сперва было 3000 с небольшим. Сейчас около 6 тысяч. Ну, 5900. Вот с чем-то, извините, забыл цифру последнюю. Это вследствие того, что вы являлись вот эти Да, вот, я вам скажу, что у нас отношение к войне ни в какой степени не очень нравится. Понимаете, война не закончена, пока не похоронен последний солдат. А у нас вот книга памяти Республики Коми, дай бог им здоровья, чтобы они доделали свою работу, они на сегодняшний день еще ищут 50 тысяч наших солдат, устанавливают их судьбу. 50 тысяч из 170 всего из Коми АССР на фронт ушло 170 тысяч человек. Огромная цифра, если считать, что все население республики перед войной было 320 тысяч человек. Нет, это по одной простой причине. Такого быть не может. Почему, скажем, в советских книгах советского периода, Великой Отечественной войны в Коми, вы эту цифру не встретите. Ни в истории Коми АССР, ни в истории Сыктывкара, ни в других, ни в 17 золотых звездах о войне. По одной простой причине. Из них больше 100 тысяч это лагерники. Поэтому... Потому что иначе невозможно. 320 тысяч населения и 170 тысяч ушло на фронт. Получается, каждый второй, считая младенцев, женщин, стариков, там, инвалидов и прочее, и прочее, и прочее. С какого времени у нас лагеря были? Лагеря у нас с 29-го года были. Но надо иметь в виду, что это вообще легенда, что заключенные уходили на фронт. Ни одного заключенного на фронт не ушло. Их сперва освобождали досрочно. И они, как вольные люди, призывались к Кошвинским военкоматам. Поэтому все эти рассказы о том, что их запихали в штрафные роты и батальоны, и их там пулеметами НКВД подгоняли в атаку, это все чушь полнейшая и ерунда. Но они как-то они смешивались с обычными призывниками или отдельные были все-таки там роты, батальоны? Ну, во-первых, скажем так, штрафные, извините, но это уже вопросы, поэтому мы все будем стоять, пока я не отвечу. Дело в том, что штрафные батальоны это вообще художественный образ. Штрафбатальоны это офицерские батальоны. Не, я не про штрафные, вот они освобождались. Они Формально они были свободными, они же в обязательном порядке потом, собственно... Они освобождались
Нет, не в обязательном То порядке. есть они могли не идти? Нет, как их никто не спрашивал, пришла повестка. Строго говоря, там был фокус такой, если уж извините, но раз вопрос... То есть это казуистика по там большому было, счету нет, была? там было два способа. Во-первых, были заключенные, которые освобождались по истечению срока приговора. Вот. Он получал недосрочно, он получал законную справку об освобождении. После этого, если он был призывного возраста, как и любой гражданин Советского Союза, он получал повестку в военкомат. Военкомат был в Кожве, Кожвинский сборный пункт со всех северных лагерей. Он являлся в военкомат, не в Печоре, а напротив, в Кожве, был сборный пункт, там они ждали отправки на фронт. Кроме того, было два приказа Государственного комитета обороны декабря 41 и февраля 42 о досрочном освобождении заключенных с последующим призывом их в армию. Вот они, когда призывались, они из них отдельные батальоны формировали? Нет. Или они просто вот среди прочих Нет, были? не отдельные батальоны, они шли в общих эшелонах на фронт, где уже распределялись по частям. Отдельных частей из бывших заключенных не существовало никогда. Они могли попасть в штрафные роты. Штрафные роты – это те, кто был осужден вот именно к штрафным ротам на фронте, рядовой и сержантский состав. Штрафбат офицерские, роты солдатские и сержантские. Они тогда могли попасть за новые какие-то правонарушения. Но специально их штрафбаты не отсылали. Были, правда, случаи, когда досрочно освобожденные попадали в штрафные роты. Были такие случаи, я просто знаю. Но это не общая практика. Поверьте мне. Вот я знаю таких штрафников, в кавычках, которые дослужились до офицерских должностей, как вот наш Андрей Петрович Евстюнец, царство ему небесное, призванный из лагеря на фронте, закончивший войну капитаном. Потом, правда, его по новой посадили досиживать, но это уже другая история. Вот я это к чему? Вот в 95-м при второй реконструкции были установлены вот эти вот стелы с героями Советского Союза и с полными кавалерами Ордена Славы. Сейчас здесь 28 героев Советского Союза, 26 с этой стороны, можете пересчитать, и двое там. Их сперва забыли, потом туда присандалили. Вон там, видите, посередине один вот барельеф повыше других. Это герой Советского Союза Лишанов, и вот последний герой Советского Союза Прыгунов, его тоже добавили. Вот. И 13 кавалеров Ордена Славы. Так вот, прям берем по порядку. Вот. Макар Бабиков, все знают, это Устелем. А дальше идут Бойков, призван из лагерей, правда он вольный. Бочариков, призван из лагерей. Воротынцев, бывший заключенный, герой Советского Союза. Вот дальше идет Габов, и там еще есть герой Советского Союза. Они в алфавитном порядке, да? Они в алфавитном порядке, так просто получилось. Вот. И там дальше вот есть Маринченко, герой Советского Союза, тоже бывший заключенный. Напротив, Ореховский, полный кавалер Ордена Славы, тоже бывший заключенный. То есть, как видите, они воевали в обычных частях. Конечно, награждали их скупо, но тем не менее и среди них есть герои Советского Союза и полные кавалеры Ордена Славы. Вот. Они не политические, сразу скажу. Они сидели там, Маринченко тоже за хулиганку сидел. Воротынцев тоже за какое-то должностное преступление по мелочи. Но, тем не менее, они были признаны из лагерей, освобождены, признаны на фронт. Вот большинство 50 тысяч, вот этих, которых еще не найдено, это как раз те, кто призывался Кожинским военкоматом. К сожалению, до сих пор не удается установить их судьбу, скажем так. Поэтому, когда мы говорим о том, что потери солдат из Коми АССР составляют 49 тысяч человек, вот столько из 170 не вернулось с фронта. Мы должны помнить, что эта цифра условная, не окончательная. Мы, к сожалению, не знаем судьбу всех фронтовиков и не знаем, сколько их осталось живых и сколько их не вернулось с войны. 49 тысяч – это минимум. Те, кого мы знаем поименно из не вернувшихся с войны, к сожалению. Сколько их всего, повторюсь, мы не знаем. Как видите, героев Советского Союза здесь тоже 28. Я сказал, что сейчас мы знаем 38 героев Советского Союза, связанных с Коми АССР.
И вот в 2000 году, уже к последнему к юбилею Победы, вот этот памятник принял, можно сказать, свой окончательный вид, в тот вид, в котором мы знаем его сегодня. Более 5000 имен погибших, 28 героев Советского Союза, 13 кавалеров Ордена Славы. Но эта площадь еще связана с войной не только этим памятником. Так уж получилось, что, собственно говоря, это был тогда глубокая окраина Сыктывкара, но все здания на этой... не было ничего. Да, вот последнее здание было нынешнее президиум Коми научного центра, ну, тогда не Коми филиал даже, тогда это была школа глухонемых, построенная в 1940 году, вот это вот здание, тогда она была двухэтажная. Вот. Напротив, построенное к 1936 году здание пединститута, все, за ним лес. И вот здание Дома печати в 1936 году, это здание, оно называлось Дом печати, но его громыхнули довольно здоровым. И как раз к 1936 году Коми автономная область стала Коми автономной республикой. Появились новые органы власти. И Совет народных комиссаров и Президиум Верховного Совета Коми АССР поместили вот сюда. То есть это здание Дом еще... правительства получилось. Ну, правительство, Совет народных комиссаров правительства. И получилось, что, собственно говоря, всю войну вот, политическим и организационным центром республики было вот это здание. То есть оно еще и так вот связано с войной. Да, потому что здесь находилось всю войну правительство Коми АССР. И, правда, Верховный Совет не собирался во время войны. А здание пединститута тоже связано с войной. Во-первых, на здание пединститута мы подходить не будем. Мемориальная доска 4 героям Советского Союза, связанным с пединститутом. Это и студенты, и сотрудники института. В том числе, кстати говоря, и связанным с именем первого героя Советского Союза из Коми, лейтенантом Марковым. Он тоже здесь, хотя он получил Героя Советского Союза за Финскую войну в 1940 году. Но погиб он в первые дни войны в июне 1941 года. Артиллерист Марков сгинул в Белоруссии в первых боях, поэтому он совершенно заслуженно среди героев Советского Союза Великой Отечественной войны. И он, и Тимушев, и Габов, ой, вот четвертого забыл. Вот этот герой Советского Союза, связанный с пединститутом, вот они увековечены на доске пединститута. Но он еще связан с войной довольно таким забавным образом. Это вообще первое университетское здание в Сыктывкаре. Там тоже есть мемориальная доска на старом корпусе пединститута, потому что в 1941 году сюда был эвакуирован из Петрозаводска. Петрозаводск был занят финнами. Карело-финский университет. И так Сыктывкар задолго до появления Сыктывкарского университета стал университетским городом на 30 лет раньше. И Карело-финский университет со всем своим со студентами и с преподавательским составом, там был выдающийся ученый Бубрих, в частности, филолог среди профессоров этого университета. Вот он до 1944 года работал в этом здании. У них была одна дирекция с пединститутом. Ну, студентов-то было немного, студенты на фронт ушли почти все. Число студентов в 2 раза сократилось по сравнению с довоенным. Но они учились вместе. Карело-финский университет и Коми пединститут, они учились вместе. И до 1944 года мы были университетским городом. Благодаря или вопреки войне. Уж как вот хотите, так вот и называйте. Так что здесь практически все здания связаны с историей войны. Не только этот комплекс. Собственно говоря, и здание Президиума Коми научного центра тоже связано косвенно с этим, потому что именно в годы войны в Коми АССР в Сыктывкар была переведена Северная база Академии наук, из которой и вырос, собственно говоря, единственный крупный академический центр академической науки в республике Коми. Бывший Коми филиал Академии наук СССР, сейчас Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук. И помещался-то они уже вот здесь. Школы глухонемых здесь не было в первые послевоенные годы. Так что и это здание перестроенное тоже связано с войной, вот с ее самыми разными, можно сказать, страницами.